В зале собрались ветераны и работники отрасли жилищно-коммунального хозяйства Тувы. Сегодня они отметили свой профессиональный праздник – День работников ЖКХ. Торжественная часть мероприятия началась с минуты молчания в память о жертвах теракта в Крокус-Сити-холле. Развитие Тувы, как и всей России, в значительной степени зависит прежде всего от успешной и стабильной работы отрасли ЖКХ. В любую погоду работают службы жизнеобеспечения. Они обслуживают жилой фонд, обеспечивают дома, школы, больницы, учреждения и предприятия теплом и водой, содержат в чистоте и благоустраивают дворы и улицы. Заместитель председателя правительства Олег Лукин вручил государственные награды работникам сферы ЖКХ. За высокие производственные достижения и плодотворный труд благодарностью Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России награжден Балат Дангак, электромонтер по ремонту и обслуживанию 5-го разряда. 23 года своей жизни он отдал этой профессии. Наша работа всегда связана с людьми, с простыми жителями нашего города. И поэтому мы всегда стараемся, чтобы у жителей нашего города был всегда приятный и уютный дом, квартира, чтобы было у них всегда тепло дома и была холодное и горячее водоснабжение. Я очень рад, что сегодня меня награждают тоже. Спасибо всем своим коллегам, своему начальству, Министерству ЖКХ, нашей главе Республики Тува. С Днем работников ЖКХ, всех своих коллег и всех работников ЖКХ нашей республики. С праздником! За многолетнюю добросовестную работу в системе жилищно-коммунального хозяйства благодарностью главы Тувы был удостоен Тумербаир Сарыглар, слесарь-сантехник 5-го разряда. В сфере ЖКХ работает на протяжении 22 лет. Я очень рад и благодарен, что оценили мою работу. И поздравляю также наших коллег, товарищей не только города и остальных республик даже, районов и так далее, Кажунов. Кроме того, были озвучены победители прошлого года республиканского конкурса в рамках губернаторского проекта «Чистый город, чистое село». В номинации «Самое благоустроенное поселение» первое место заняло село Кочетово Тандынского района, которое получило диплом и денежный сертификат в размере 500 тысяч рублей. А за самое благоустроенное муниципальное образование первое место присвоили городу Шаганару и приз «Трактор с универсальным отвалом». Работники ЖКХ в круглосуточном режиме обеспечивают бесперебойную и надежную работу всех коммунальных систем, оперативно устраняя любые неполадки. Они заботятся о чистоте улиц и домов, благоустраивают детские и спортивные площадки, зоны отдыха. Их труд востребован практически в каждой сфере нашей жизни. В нашей отрасли жилищно-коммунального хозяйства республики работает более 1500 человек. Они обслуживают более 500 километров инженерных сетей. Также есть на обслуживание котлы, очистные сооружения, водоканалы, уличные колонки. Также есть у нас региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. И, пользуясь случаем, я хотел бы поздравить всех наших сотрудников с таким замечательным весенним днем, Днем работника жилищно-коммунального хозяйства. Награждение стало ярким свидетельством того, что усилия работников сферы ЖКХ не остались незамеченными. Их труд был высоко оценен и отмечен заслуженной наградой. Инна Клаян, Батыр Базан, Ангар Кужугет, телеканал Тува-24.